Готовим школьников для конкурса «Умники и умницы». Также для старшеклассников. Все поняла. Старшеклассники в следующем году уже станут девятиклассниками и полноправными участниками конкурса. Вот, республиканский школьный конкурс, да? Вот, ну я здесь другое название дала, ну я в следующий раз исправлюсь, напишу «Умники и умницы». Так, все-таки решили оставить «Умники и умницы». Ну, по крайней мере, в последнем проекте так и я осталось, да. на словах скажу, что это вот да, подготовка к этому конкурсу. Вот. Ну и хорошо, что мы с вами тогда на совещании у министра выбрали именно только один том. Я настаивала, чтобы все 7 томов. Мне очень жаль, что вы не знакомы с этим материалом. Так, ладно, чтобы не затягивать потом здесь, значит, ребята, я... Все. Нормально, хорошо, да? Ага, я поняла. Так, типа уже можем начинать? Вы будете как-то представлять или нет? Да, хорошо. Здравствуйте, уважаемые учащиеся. Сегодня мы вас пригласили на лекцию Каракыз Дангаковны, заслуженного деятеля науки Республики Тыва, кандидата химических наук, председателя регионального отделения Русского географического общества Каракыз Дангаковны Аракча. Она любезно согласилась для нас провести цикл лекций по антологии Урянхайтова Дептер. С чего началась история этого цикла? Культурным фондом Кужугета Царевича Шойгу инициирован конкурс республиканский, называется «Умники и умницы». И в этом году этот конкурс будет посвящен, будет проходить среди старшеклассников на знание семитомника Урянхайтова Дептер. Конкурс будет проводиться осенью. Называется «Умники и умницы». Там будут принимать участие 9, 10, 11 классы. Организатор конкурса Тувинский институт гуманитарных и прикладных исследований и Министерство образования. А мы, Национальная библиотека, а также муниципальные наши библиотеки в Кажунах, организовываем кружки любителей из истории, краеведения и тоже посвящаем деятельность этих кружков семитомнику Урянхайтова Дептер. И вот, так сказать, по предложению оргкомитета данного конкурса мы организовываем данный цикл. Лекция проходит ежемесячно. Первая лекция у нас прошла 26 апреля. Она была посвящена всем 7 томам, обзору 7 томов. Если вы находитесь на этой лекции в первый раз, то вы можете ознакомиться с записью данной лекции у нас на канале Национальная библиотека Республики Тыва имени Александра Сергеевича Пушкина. Вот такая вот история данной лекции. Я надеюсь, что вы уже станете постоянно посещать данные лекции, так как Каракыз Дангаковна очень доступным языком объясняет содержание и материалы, информацию, которую содержит данный семитомник. Она является соавтором данных трудов, поэтому я вас приглашаю, так сказать, внимательно слушать, приглашать своих одноклассников и, конечно же, принять участие в республиканском конкурсе «Умники и умницы». Каракыз Дангаковна. Спасибо большое за предоставленное слово. Итак, дорогие друзья, сегодняшняя наша лекция посвящена
антологии Уренхайтова Дептер, а конкретно более, так сказать, подробно мы остановимся на томе номер 6. Этот том посвящен Тувинской Народной Республике. Как вы думаете, почему именно в этом году, в 2024 году, мы решили из всех томов антологии выбрать 6-й том, который посвящен Тувинской Народной Республике? Так, пожалуйста. Не 100. Сколько лет? Так. В каком году Тувинская Народная Республика вошла в состав Советского Союза? Да. И теперь отсчитайте. 80 лет. Так вот, в этом году Тува, весь тувинский народ, народ всей Тувы отмечают 80-летие со дня вхождения Тувы в состав Советского Союза. Вот, и как бы 80-летие, когда Тува и тувинский народ стали, как бы вошли в большую семью народов Советского Союза. Дорогие друзья, я еще раз хочу обозначить те организации, которые как бы участвуют в организации и проведении республиканского школьного конкурса по антологии Уренхайтова Дептер. Это культурный фонд имени Кужегета Сиреевича Шойгу, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Тувинское республиканское отделение Русского географического общества, Национальный музей Республики Тыва. Нет, простите, это Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований, Национальная библиотека имени Пушкина и Тувинский государственный университет. Я не зря оговорилась насчет Национального музея. Национальный музей тоже принимает участие в числе организаторов данного большого конкурса. Название вот этого школьного конкурса «Умники и умницы». Ну, я здесь привела несколько другое название. Это Уренхайтова Дептер, кладезь знаний. Это действительно так, вы об этом убедитесь. И вот тема номер 1, тема 2024 года «Тувинская Народная Республика глазами ученых и публицистов». Следующий слайд, пожалуйста. Я сразу, поскольку вы первый раз вообще на лекции по антологии, хочу ознакомить вас с создателями данной антологии. Сергей Кужегетович Шойгу, инициатор и автор-составитель. Шойгу Кужегет Сиреевич, идеолог и движитель антологии. Аракча Каракызынгаковна, то есть я, основной исполнитель проекта. Вместе с Кужегетом Сиреевичем мы вошли в состав редакционной коллегии данного многотомника. Первое издание антологии вышло в 2007-2008 годах, второе в 2014 году и было посвящено столетию единения Тувы и России. Столетию единения Тувы и России, то есть, посчитайте, отнимите 100 лет, сколько это будет? 1914 год. Что в этом году произошло? Почему мы говорим единение Тувы и России? Что произошло в этом году? Так, пожалуйста. Не присоединение, а был объявлен протекторат Российской империи, Российского государства над Уренхайским краем. Протекторат. Спасибо. Следующий, пожалуйста, слайд. Следующий слайд. Так, я хотела бы здесь зачитать слова, которые выразил Сергей Кужегетович, когда мы все работали над этой антологией. «Моя родина
Республика Тыва, географический центр Азии, край бесчисленных рек и озер, историческая колыбель и сокровищница древних цивилизаций. Ее история и культура – неотъемлемая часть богатейшего наследия народов России. Наши предки, издревле населявшие благодатное предгорье Саяна-Алтая, оставили здесь тысячи зримых свидетельств активной жизненной деятельности. На территории Тувы расположены памятники разных исторических эпох, от древнейших стоянок первобытного человека до загадочных средневековых городищ. Исследование и сохранение этих памятников истории и культуры, по моему глубокому убеждению, являются одной из приоритетных задач государства, решение которой способствует возрождению национальных традиций и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. С уважением, Сергей Кужегетович Шойгу, цитировано по 7-му тому, это последний был том данной антологии, и вот в послесловии он сказал вот такие слова. Я хотела бы обратить ваше внимание на следующий момент. Почему, как вы считаете, Сергей Кужегетович выступил инициатором создания вот такого труда, огромного труда, антологии семитомника? Как вы думаете? Пока идей нету. Хорошо, потом мы к этому с вами подойдем. Следующий слайд, пожалуйста. Презентация. Ну, на предыдущем слайде вы видели, что первая презентация семитомника произошла в 2007 году, когда в Москве была 20-я международная книжная ярмарка-выставка. Вот в 2008 году презентация прошла в Тувинском институте гуманитарных исследований. Нынче этот институт называется ТИКПИ, Институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований. В 2010 году большая презентация произошла в здании Национального Тувинского музыкально-драматического театра. И здесь, как вы видите, значит, Сергей Кужегетович дарит антологию Светлане Сюриновне Курбатской. Это известный ученый нашей республики. Вот. И самое главное, она с 2010 года неизменно вот до 2016 года возглавляла Тувинское республиканское отделение Русского географического общества. И вот здесь вот показана девушка. Вот, девушка – это ученица Сосновской средней школы. Она победительница была конференции, которая была посвящена семитомнику. Вот впервые в 2009 году в Сосновской средней школе прошла научно-практическая конференция, первая в Туве по семитомнику. Ну и в 2014 году презентация в Доме правительства прошла семитомника второго издания. Об этом мы только что с вами говорили. Почему Сергей Кужегетович обратил внимание вообще на семитомник? Пока следующий делайте слайд. Вот, и читайте там. Там написано, значит, представлены общие сведения об антологии. Я сейчас у вас спрошу. А пока скажу следующее. В середине 20 века на территории Тувинской АСР, тогда республика так называлась, проходили большие экспедиционные исследования, археологические исследования. Работала так называемая Саяно-Тувинская археологическая экспедиция Академии наук СССР, СТЭАН. И в 70-х годах, несколько лет подряд, в составе этой экспедиции работали школьники. Было 11 отрядов школьников, которые работали в разных уголках Тувы с учеными. Они помогали, в общем-то, проводить эти археологические работы. И ежегодно в течение нескольких лет вот в одном из отрядов работал Сергей Кужегетович, вот, будучи учеником 7, 8, 9 классов. И с тех пор, как он потом говорил, с тех пор он полюбил историю, с тех пор он, в общем-то, большое внимание уделяет не только, чтобы как бы изучение проводилось, но также проводились работы по популяризации всего того исторического археологического богатства, которое имеет наша республика.
Итак, 7 томов антологии содержат более 4600 страниц. Собрана в общем 171 работа 114 авторов. Архивных документов в ней 15, карт исторических, географических, этнографических, археологических 54, иллюстраций 1077. Время работы от начала и до выхода до того, как мы 8-й том сдали в издательство, это 40 месяцев, то есть 3 года и 4 месяца. Из них в начале более полугода ушло на то, чтобы наша команда, а работала в основном я и, значит, Кужугет Царевич, ну, естественно, я к этой работе привлекала своих коллег, ученых тоже. Вот. Полгода ушло на то, чтобы познакомиться со всеми материалами, которые мы нашли в библиотеках и так далее, расположить их по томам, найти как бы возможность, по какому принципу, да. Ну, в общем, был взят принцип, так сказать, вот временной хронологический принцип. Вот. И работа приводилась нам приходилось в библиотеках и архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Кызыла, Томска, Минусинска, Иркутска, Красноярска. Более того, велась переписка и с зарубежными библиотечными фондами и так далее, в частности, Япония, Китай, США, Англия. И все это для того, чтобы найти интересные фотографии, публикации, книги, карты и так далее. Следующий, пожалуйста. Вот. Суверенное государство в центре Азии. Вы хорошо знаете, что в 2021 году, 15 августа, в местечке Сухбажи собрался хурал, Всетувинский хурал, на котором было объявлено о создании суверенного независимого государства Танну-Уренхайской Народной Республики. Становлению и развитию ТНР посвящены работы ученых и публицистов, включенные в 5 и 6 тома антологии. В томе 5 работы по ТНР включены в часть 3 с условным направлением от Уренхая к Тану-Туве. Это работы таких ученых, как Львов, Софьянов, Кайский-младший, Леонов, Маслов. В томе представлены работы таких маститых ученых, как в 6 томе Дулов, Обручев, Шостакович, Кабо. Особое место в томе занимает работа австрийского ученого Отто Менхена-Хельфина «Путешествие в азиатскую Туву», которая впервые была специально переведена на русский язык для включения в состав антологии Уренхай Тыва Дептер. Следующий, пожалуйста. Итак, от Уренхая к Тану-Туве. Том 5, часть 3. Львов, современный Уренхай называется его работа. В 1924 году она вышла. В этой работе я не буду рассказывать обо всей, остановлюсь на тех моментах, на которые, вот, как говорится, глаз лег. Численность населения 110 тысяч человек. Численность тоджинцев, тувинцев-тоджинцев, 6-7 тысяч человек. Автор пишет о большом богатстве, значит, молодой республики, такими природными, тавтология получилась богатствами, да? Вот. Золото, асбест, каменный уголь и другие. Кроме того, он много внимания уделяет мораловодству, торговле, пушниной и понтами, а также о потребностях рынка молодой республики Тану-Тува. Это чай, мануфактура, огнеприпасы, металл, кожа и так далее. В конце предлагает открыть в Уренхае агентство Госбанка и Сельхозбанка России, да, что поспособствовало бы, по его мнению, экономическому росту республики. Кайский Михаил – это его псевдоним, а на самом деле это Софьянов Михаил Георгиевич, младший брат Экендея, Иннокентия Софьянова, вы о нем хорошо знаете. Вот здесь представлены 2 работы. Уренхайский вопрос. Уренхайский вопрос – это вопрос, который очень остро стоял в начале 20 века. В начале 20 века начало 20 века, да, вся Россия обсуждала вопрос, а куда же
Я не могу сказать, что вся, но тех, кто интересуется. Между прочим, ареал таких вот публикаций очень широкий, начиная от Санкт-Петербурга и кончая вот Бодайбо, это Сибирь, почти Дальний Восток, Иркутская область и так далее. Вот, то есть ареал обсуждения этого вопроса, уренхайского вопроса, очень широк, и все вопрос заключался в том, куда пойдет Уренхай. Присоединится ли он к Монголии? Дело в том, что в 2012 году, значит, произошла Синьхайская революция, и Монголия освободилась, ну, так вот в советское время говорили, от ига китайского. Вот, соответственно, в этой борьбе участвовали и тувинские айраты. Известна большая битва при Кобда, в Кобда, когда был разбит китайский гарнизон совместными усилиями уренхайцев и монголов. Вот, и поэтому, и вот, значит, Михаил Сафьянов приводит вот эту историю этого уренхайского вопроса и уже в конце пишет, что созданием независимого государства этот вопрос, в принципе, как бы перестал иметь большую остроту. То есть, как бы, само собой, отпал. Вторая его работа «Страна будущего». Сафьянов, оба братья Сафьяновы, и старший Иннокентий, и младший Михаил, это были патриоты Уренхайского края. Несмотря на свое купеческое происхождение, их отец был очень таким богатым купцом Минусинска, и, в общем-то, Уренхай очень много, так сказать, работал тогда. Несмотря на это, они были как бы ближе к революционерам, вообще революционное движение поддерживали. И вот «Страна будущего», здесь Михаил Сафьянов с любовью говорит о том, какие перспективы ждут в развитии Тувы, молодой Тувы, и особенно если бы в этом развитии, особенно добывающей промышленности, большую помощь оказывала бы соседняя страна большая. Леонов Николай Иванович, Тану-Тува, страна Голубой реки. Леонов — это очень интересная личность. Он родился на территории Тувы, на Амурской тропе, как говорится, да, как он писал сам о себе. Вот, описывает Уренхайский край, Тану-Туву. И его интерес заключается в том, чтобы описать, как же жили тувинцы, уренхайцы вот в этот период. И более того, он выделил роль женщины в тувинской семье как положительную, что в семье женщина занимала почетное место, и особое внимание он уделяет тому, что в тувинских семьях очень любят детей. Маслов, конец Уренхая, 1933 год. Это автор путевых заметок, крупный ученый-статистик. Вот в 30-31 годах, в Туве работала большая экспедиция по переписи населения, не только населения, но и это была еще и сельскохозяйственная перепись, то есть переписывали, а сколько же скота в разных хозяйствах Тувы, на разных районах Тувы содержится. В этой работе, значит, автор не приводит результаты своих статистических исследований. Это у него путевые заметки, поскольку он проехал по всей Туве, вот, а тогда выделилось вот несколько районов, это тот же Каахем, Тесхем, Дзунхемческий, Барунхемческий. Вот такие районы в то время были выделены. И вот и здесь посмотрите, пожалуйста, я опять перевожу стрелочкой интересный момент. А какова же была численность населения в то время, когда экспедиция работала на территории Тувы? 82 тысячи человек. Здесь у нас 110 тысяч человек. Разница в годах. Здесь у нас 24 год, это 30-й год, да? Я бы не сказала, что произошло уменьшение численности населения. Просто вот эти цифры, особенно вот эта цифра, да, они как бы, ну, не совсем точные, потому что точную цифру дает обычно перепись. Обычно перепись дает. Вот.
Значит, Маслов отметил, что в сельском хозяйстве, так сказать, идет активная коллективизация, и что повсеместно создаются товарищества обработки земли. Вообще он очень даже удивился тем переменам в сельском хозяйстве молодой Тану-Тувинской республики, которые он наблюдал. Так, ребята, задание. Я не знаю, предыдущее задание я пропустила или нет, но вот здесь нашла, увижу. Так, значит, во-первых, я предлагаю вам завести тетрадочку, небольшую тетрадочку, поскольку вы будете готовиться к конкурсу. Небольшую тетрадочку заведите, и в этой тетрадочке будете записывать интересные моменты, которые вы вычитаете в томах антологии. Итак, значит, задание. Вы пишете данные по численности населения Тувы, которые приводятся в разных работах 5-го, 3-й части, 6-го томов Фуренхайтова Адептер, старое название гор, рек, местностей, населенных пунктов, зарисовки местностей, портретные зарисовки людей, которые сопровождают или с которыми они встречаются, путешественники, да. Вот. Возможно, среди них вы найдете людей, которые являются, ну, там, прадедами, прабабушками, в общем, такое часто бывает. Так, следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд. Так, независимое государство в центре Азии. Вот мы нашли очень интересную работу Шостаковича Сергея Владимировича. Это большой ученый, историк. И у него работа «Политический строй и международно-правовое положение Тану-Тувы в прошлом и настоящем». Это одна из первых работ, которая показала с юридической точки зрения, что да, что Тувинская Народная Республика Тану-Тува-Улус, вот Республика Тану-Тува-Улус действительно независимое суверенное государство. А что является вот маркером вот этого положения? Потому что независимая государственность закреплена нормативными правовыми актами, в частности, Конституцией Республики Тану-Тува-Улус народа Уренхая, а также международными актами признания ее со стороны ближайших соседей. Советский Союз в 1921 году, Монголия чуть позже, в 1926 году признала независимость молодого тувинского государства. О международном признании, значит, здесь, в общем, оба эти вопроса освещены в работе Шостаковича. Задание, дорогие друзья, познакомиться с работой Шостаковича, сравнить избирательно. Он в своей работе подробно разъясняет Конституцию Тувы, 26 года. Это не первая конституция, это 3-я конституция. Вот. Посмотрите, избирательное право, как там описывается, и какое мы сейчас имеем в нашей современной конституции избирательное право. Это просто для как бы сравнения, как тогда было и как сейчас. Следующий, пожалуйста. Для этого, вот для того, я еще предлагаю вам вот такую книгу найти. Вот. Это государственные символы, простите, пожалуйста. Вот. Недавно вышла вот эта вот книга, которая называется «Конституция Тувы за 100 лет». Здесь в оригинале представлены все конституции, которые имеются у нашей республики, начиная вот с периода Тувинской Народной Республики. Оригиналы. Следующий, пожалуйста, слайд. Так, итак, раз государство, то государство должно иметь государственные символы, и это, естественно, предыдущий, пожалуйста, вы пропустили. Вот, государственные символы Тувинской Народной Республики. С 21 по 26, значит, знамя ЦК ТНРП и правительства Тувинской Народной Республики играло роль как бы флага, знамени вот этой республики. А в качестве герба был использован вот такой вот знак. Это на основе буддийского знака хорло, по-тувински хорлу.
знаете, да? Но они, вот эти два, значит, символа не были законодательно закреплены, они просто в это время использовали. А уже начиная с 26 года дальше, вот эти вот государственный флаг и герб, они бы узаконивались, и их описание включалось в Конституции республики. 26-й, так, еще здесь я хотела бы отметить, в начале, вот самое первое, да, начало нашей молодой республики, здесь основным моментом является что? Вот этот знак Хорло, и самое главное, вот эта пятиконечная звезда. В то время еще очень было сильное влияние духовенства на жизнь молодой страны. Вот. Ну и уже зарождалась новая жизнь, советская власть, и это, естественно, выражалось вот в этом так. Следующий период, 26-30 годы, буддийская символика остается. Посмотрите, в гербе, значит, это тоже знак Хорло, а внутри уже символика, близкая очень к Советскому Союзу. Флаг представляет собой красное полотнище, и сюда вставляется вот этот герб. И еще остаются письмена, старомонгольские письмена на этом флаге. 30-35 годы, здесь уже несколько все поменялось, значит, буддийская символика уходит, и вот светская символика, она приближается, герб приближается к гербу Советского Союза. Материалы по госсимволике ТНР нам были предоставлены молодым ученым, сотрудником ТИГИ в то время, Монгушем Борисом Барбаколовичем. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд. Вот, следующий год уже, да, 36-41 год. Здесь уже появляется всадник на гербе, вот, в лучах солнца. Следующий, 41-43 годы. Здесь на флаге появляется Тувинская Арадская Республика, да, аббревиатура. Вот, здесь всадник уже на гербе скачет в другую сторону. Это несколько политические моменты тогда были. Здесь скачет куда? На восток, а здесь скачет куда? На запад. То есть вот такие моменты тоже тогда приходилось учитывать. Не забывайте, 41-43 годы. Так, и 43-44 годы, здесь уже аббревиатура на русском алфавите. Тувинская Арадская Республика. Здесь, в общем-то, ориентировка всадника остается той же, что и было предыдущим. Следующий, пожалуйста. Дорогие друзья, я бы хотела обратить ваше внимание вот на этого молодого ученого Мангуша Бориса Барбаколовича. К сожалению, в 22 году его не стало. Вот они вместе с Кадролом Алексеевичем издали вот такую вот книгу. И это, значит, книга, вот здесь вот, ну, это так у меня эмоционально получилось. Эта книга, как и антология Уренхайтова Адептер, обладает огромной энергетикой познания, созидания, творчества, и они должны стать настольной книгой каждого тувинца. Значит, когда Борис Барбаколович любезно предоставил свои материалы по государственной символике, и я ознакомила их Сергея Кужгетовича и Кужгета Сереевича, то, в общем-то, они поняли, что это уникальный материал. Вот. Более того, для нашей антологии это стал своего рода эксклюзивом. Объясню почему. Потому что антологии, тираж антологии и первого издания, и второго издания 3000 экземпляров. Это очень большой тираж. Более того, по поручению Сергея Кужегетовича все тома антологии были распределены по библиотекам Республики Тыва и по всем школам. То есть было ориентировано на большую аудиторию. Вот в этом заключается эксклюзив. Хотя, значит, научную работу он опубликовал и в других изданиях, но там тиражи были небольшие. Дорогие друзья, задание. Используя том 6 Уренхайтова Адептер и книгу, которую я только что вам показала, «Государственные символы Тувы», да, вот, выписать себе вот в ту книжку, о которой я говорила, почему и как менялась государственная символика Тувинской Народной Республики. Это очень интересная и очень захватывающая история, которая приведена и как в 6-м томе, так и вот в этой книге. Следующий, пожалуйста, слайд.
Денежные знаки. Любое государство, да, любое государство, кроме государственной символики, естественно, ну, должно обрасти своими денежными знаками. Вот. И в начальный период становления тувинской государственности в обращении были советские рубли, бумажные червонцы, китайские ланы, юфуны, монгольские тугрики. Встречались даже старые золотые царские деньги, американские доллары, польские злоты. Вот такой вот широкий спектр. В 1934 году в обращении появились первые тувинские монеты. Вот они здесь изображены. Вот. И в 1936 году бумажные деньги акша. То есть валюта Тувинской Народной Республики имела свое название акша. Переводить ее на рубль, говорить там 300 рублей нельзя. Вот тех денег, которые были, нужно говорить 300 акша или там 10 акша или 5 акша. Вот. И денежная единица суверенной Тувы просуществовала 9 лет. Я здесь привела фотографию, так сказать, вот, человека, который управлял Тувинбанком. Это вообще очень большой государственный деятель. Очень большой государственный деятель. А в 1934-1938 годах он управлял Тувинбанком. И именно тогда Чарандей Оглу Оюнтанчай, в общем-то, стал инициатором создания и введения в оборот новой тувинской денежной единицы акша. Для этого он много работал не только в Туве, но и в Москве. Следующий, пожалуйста, слайд. Почтовые марки. Почтовые марки – это очень интересная история, особенно и когда мы рассматриваем нашу молодую Тувинскую Народную Республику, дорогие друзья. Это почтовые марки – это тоже атрибут суверенного государства. Почтовые марки – это знаки почтовой оплаты. Вот, и для того, и как атрибут, они должны обладать определенными, ну, какие-то вот свойствами, что ли, да, можно сказать. По правилам Всемирного почтового союза на марке в обязательном порядке должно быть написано название государства, вот, и государство, да, и в факультативном порядке слово почта, то есть слово почта можно писать или нет, но вот факультативно латинскими или другими буквами. Первый выпуск знаков почтовой оплаты в Тувинской Народной Республике состоялся в октябре 1926 года. Всего было, по некоторым данным, 20 выпусков, по другим данным, 21 выпуск почтовых марок Тувинской Народной Республики. Тувинские марки являются не только знаками почтовой оплаты, но это и предметы живописи в миниатюре, да, в жанре малой графики. И вот в таком виде, вот вы видите, да, тувинские марки, они сразу же получили большое признание и в среде филателистов, но самое главное, они привлекали внимание всех, кому попадали эти марки. В частности, я бы хотела сказать, вот здесь вот представлена марка. Вот марка, где нарисован лучник, да, это марка из коллекции Нобелевского лауреата, величайшего физика 20 века Ричарда Фейнмана. В 70-х годах Ричард Фейнман собирался, в 60-х, 70-х, очень хотел попасть в Туву, а он влюбился в Туву, увидев вот эту марку, потом стал изучать, собирать материалы. У него было очень много карт, очень много материалов о Туве, в частности и марки, это вот одна из марок. Вот, и он очень мечтал побывать в России, в Туве. Вот. Подал прошение в Советский Союз. Советский Союз это прошение передал обкому партии. Тогда как бы вот руководство шло именно по партийной линии обкому партию. К сожалению, обком партии отказал великому физику посетить нашу республику. Это были годы, ну, такого противостояния, что ли, между Западом и Советским Союзом. Вот. Но в 90-х годах, когда стало более-менее как бы возможно, Туву посетил друг молодой, ну как бы жизнеописатель, что ли, Ричарда Фейнмана, вот, географ, побывал в Туве и после этого написал книгу «Тува о Баст». Тува или ничего. Так, вот посмотрите, пожалуйста, экзотические марки с изображением дирижабля.
Да, вот этот всадник аж привстал, смотрит на этот дирижабль. А вот вместе с поездом, паровозом мчится как верблюд, как бы вот идет такое негласное соревнование. Как вы думаете, в то время в Тувинской Народной Республике можно было увидеть дирижабль и паровоз? Скорее всего, нет. Это фантазия того художника, которому было поручено вот эту серию марок выпустить. Но, тем не менее, именно вот такие вот вещи, они обращали внимание филателистов, вообще людей, которые очень как бы, обращают внимание на почтовые марки, являются коллекционерами почтовых марок. Еще большое внимание надо обратить на то, что формы тувинских марок были разные. Треугольные, ромбические. А классика – это либо квадрат, либо прямоугольные марки, классические. Вот. Это тоже привлекало внимание, и особенно большое внимание привлекал третий выпуск этих марок, который впоследствии получил название этнографический, на котором изображалась природа, люди, вот, быт тувинцев и так далее. Задание, дорогие друзья. Изучите историю развития почтовой службы в Ренхае Тану-Туве с использованием не только материалов антологии 6-го тома, но и дополнительной литературы. Что такое уртоны? Кто такие бухе? За сколько дней бухе могли проскакать 2000 километров? Как назывались почтовые станции в Туве? Сколько их было в Тувинской Народной Республике в начале, когда не было еще транспортного движения? За сколько дней срочная бумага может быть доставлена из Хембельдер, тогда так Кызыл назывался, Белоцарск, Кызыл, Хембельдер, вот, до Барунхемчика. Птица на конверте, что это означает? Я оставлю, так сказать, презентацию в библиотеке. Вы можете получить. И вот на эти вопросы, я почему их записала, потому что эти вопросы будут конкурсными в обязательном порядке. Следующий, пожалуйста, слайд. Вот. Создание национальной письменности. Создание национальной письменности. Ну, вы хорошо из истории знаете, что в Туве у тувинского народа не было своей собственной письменности, и мы пользовались в те времена монгольской письменностью, она была вертикальная, вот, монгольской письменностью. И после создания Тувинской Народной Республики встал вопрос, а нужно создавать свою письменность. Вначале работали, значит, в Туве непосредственно сами тувинцы. В данном случае здесь показана группа. В центре Лама Лобсан-Чимит. Это очень образованный человек, знал несколько языков, в том числе 2-3 европейских языка. Вот, тибетский язык, тувинский, монгольский и так далее, да. И вот он выступил инициатором создания алфавита, и вот алфавит такой вот был создан им на основе немецкой письменности. Вот. Но, к сожалению, его предложение не получило поддержки. Работа в дальнейшем была, к этой работе, к созданию письменности были привлечены ученые из Советского Союза. Вот, в частности, один из них, Пальмбах, приезжал и очень долго жил в Туве, и он выучил тувинский язык и является одним из создателей тувинского алфавита на латинизированный алфавит новотюркский, так называемый новотюркский латинизированный алфавит. Он был принят в 1930 году. И с этого момента начинается огромная работа в Тану-Туве по ликвидации безграмотности. За короткий срок, 2, 3, 4 года, в принципе, грамотность была очень сильно увеличена. И эта работа в дальнейшем еще проводилась в 40-х, 50-х годах. И где-то вот к концу 50-го года, в общем-то, можно сказать, 50-х годов, к концу 50-х годов можно сказать, что вот эта задача ликвидации безграмотности была решена. Партшкола, изучение родной письменности. Вот после такой вот партшколы все участники, все, кто обучался в этой партшколе, уезжали в районы и проводили работу по ликвидации безграмотности. Задание.
Когда и кем был создан первый тувинский букварь? Было такое. А как он назывался на тувинском языке? Очень интересно назывался. Где он был издан и каков был его тираж? Это очень интересный вопрос. Какая письменность была взята за основу, я уже говорила об этом, за основу алфавита, который создал Лама Лавсан Чемид? Кто из русских ученых оставил значительный след в становлении тувинского алфавита, тувинской письменности и грамматики тувинского языка? В период ликвидации безграмотности какие лозунги были самыми яркими и популярными? Когда Тува перешла на новый алфавит на основе кириллицы? Вот на этот вопрос, наверное, вы можете мне сразу ответить. Когда Тува перешла на письменность на основе кириллицы? Когда она вошла в состав, погромче, да, в состав Советского Союза. Следующий, пожалуйста, слайд. Мал союзник да дорог. Помощь Тувинской Народной Республике Советскому Союзу в период Великой Отечественной войны. Вы уже знаете, в последние годы об этом очень часто говорят, что Тувинская Народная Республика единственное государство в мире, которое в тот же день, когда фашисты вторглись в Советский Союз, в тот же день, с разницей всего лишь несколько часов, выступило с декларацией о готовности народа участвовать в Великой Отечественной, в этой войне на стороне Советского Союза, не щадя жизни, всеми силами и средствами участвовать в борьбе советского народа против фашистского агрессора до окончательной победы над ним. Я не буду приводить, сколько чего было передано Тувинской Республикой, тувинским народом на фронт. Это очень много по этому поводу написано. Есть и отдельная книга, есть отдельный очень интересный альбом «Тува фронту». Это тоже издание, которое было подготовлено по инициативе Сергея Кужегетовича Шойгу. Вот. Так вот, в период Великой Отечественной войны ТНР передала Советскому Союзу весь золотой запас государства. Это примерно 35 миллионов рублей. Рублей, это было пересчитано на рубли, не акша. Общая сумма добровольческой материальной помощи населению Тувы СССР с конца июня 41 по август 44 превысил 60 миллионов рублей. По тем временам это очень большие суммы. В марте 43 года ТНР подарила военно-воздушным силам Красной Армии 10 истребителей Як-7Б, построенные на средства тувинского народа. Вы знаете, вот когда читаешь такие вещи, в общем-то, понимаешь, насколько велика была роль народа, насколько велика была доверие к Советскому Союзу, насколько сильно хотелось помогать, что вот собраны были деньги у аратов, и было построено 7 истребителей Як-7Б. Один из летчиков, который работал на этих истребителях, писал в своих мемуарах потом: на этих самолетах мы закончили войну над логовом фашизма Берлином. Из письма Верховного Главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина: прошу передать трудящимся Тувинской Народной Республики мой братский привет и благодарность Красной Армии. Еще раз повторю, дорогие друзья, не все я здесь привела, только такой вот, на мой взгляд, очень интересные факты. Следующий, пожалуйста. Тувинцы-добровольцы. Недавно вышел ролик, вы видели, наверное, все, да? Реконструкция проводов тувинцев-добровольцев в 1943 году, когда первая группа добровольцев уходила на фронт. Вот, и в антологии, в 6-том томе антологии собрано очень много материала и очень много фотографий. Сколько чего сделано было, фронта отправлено, полушубки шили на территории Тувы. Сейчас такие полушубки никто не делает. Вот. Очень большая была помощь оказана. Здесь приведены некоторые фотографии, исторические фотографии. Следующий слайд, пожалуйста. И вхождение в состав Советского Союза. Это случилось 11 октября 1944 года.
на заседании Президиума Верховного Совета СССР, который вел Михаил Калинин, всесоюзный староста еще его называют, глава Тувы Салчак Тока, фактически глава Тувы с 32 по 73 год, зачитал декларацию о желании Тувинской Народной Республики войти в состав СССР. И в этом году, 11 октября, мы с вами еще раз повторим, отмечаем 80-летие вхождения Тувы в состав Советского Союза, 80-летие нашей жизни совместно со всеми народами Советского Союза в составе Российской Федерации. Значит, когда Тува вошла в состав Советского Союза, была образована Тувинская автономная область в составе РСФСР, и государственные символы у нее отдельно не были, пользовались государственными символами РСФСР. Тувинская ССР была создана в 1964 году, вот государственные символы, герб и флаг. И Республика Тува в 1992 году, вот, соответственно, символы нашей республики современные. Следующий, пожалуйста, слайд. Итак, что же еще в этом 6-м томе у нас имеется? Я вот привела вот предыдущее, это введение, где, в общем-то, мы постарались всесторонне рассмотреть. Я очень многие разделы введения не включила. Развитие культуры, сельского хозяйства, промышленности и так далее. Просто отдельными мазками сделала, показала те вещи, которые, мне кажется, наиболее интересные, на которые мы мало, в принципе, обращаем внимание. В 6-м томе работа Дулова Всеволода Ивановича «Социально-экономическая история Тувы», но не, это огромный фолиант, это сама по себе вот такая толстая книга. Отсюда мы взяли только главу, в котором ученый так сказать, представил материалы, касающиеся национально-освободительного движения в Туве в XIX веке, в том числе восстание богатырей, 60 богатырей в 76-78 годах XIX века. Представлена работа академика Обручева Владимира Афанасьевича. Вот, естественное богатство Тану Тувинской Республики и степень ее изученности. Я хочу вам сказать, ребята, что он проделал большую работу, потому что в этой своей небольшой статье он в хронологическом порядке, в общем-то, разместил основных исследователей, которые изучали Уренхашский край, изучали Тану Тувинскую Республику. Ну и кроме того, естественно, он привел, так сказать, привел сведения по полезным ископаемым и сделал такой вердикт. Тану-Тувинская республика, приютившаяся в раме высоких гор, почти в центре материка Азии, по своим естественным ресурсам представляет страну, богато одаренную природой, но страну будущего. За большие заслуги в изучении всей территории Центральной Азии с точки зрения геологии, строения геологического и так далее, и в честь 90-летия со дня рождения Обручева, горы, которые находятся вот за Енисеем, вы видите, да, вот эти вот горы на той стороне, вот, вы их хорошо видите, они получили название хребет Обручева. Это между реками Пейхем, Кахем, хребет академика Обручева. Следующий, пожалуйста, слайд. Том 6. Дорогие друзья, значит, здесь представлены дальше еще работы Отто Менкена-Хельфена. Я еще раз повторюсь, эта работа с немецкого языка была впервые переведена на русский язык. Помогала Дина Ивановна Оюн, вы хорошо ее знаете, она лингвист. Вот. И работа очерки истории экономики Тувы Рафаэла Михайловича Кабо, известного ученого, советского ученого-экономиста. Дорогие друзья, я не стала описывать, что там приведено, это большие вот фолианты, вот такие толстые. Единственное, хотела бы сказать, что очень много зарисовок вот этих вот людей, которые были непосредственно в Туве, работали в Туве, зарисовок и природы, и хозяйства, но самое главное, очень интересно, когда они описывают людей, фотографируют, описывают людей. Вот в данном случае здесь оратор Дон Дук, был такой государственный деятель у нас в Тувинской Народной Республике. Вот. Ну и быт тоже очень хорошо описан. Более того,
в этих работах представлено очень много фотографий. Ну и также в этом доме имеется список литературы дополнительной, которую нужно изучать для того, чтобы, в общем-то, достаточно хорошо знать историю Тувинской Народной Республики. Спасибо большое за внимание. Так, дорогие друзья, если есть вопросы, я с удовольствием отвечу на них. Вот. И, главное, я бы хотела, так сказать, обратиться к вам, поскольку действительно предстоит очень такое сложное мероприятие, как конкурс «Умники и умницы». В октябре месяце конкурс состоится первый этап, и к концу октября или в ноябре месяце будет уже второй этап. Первый этап будет проходить в районах, на районном уровне, на местном и районном уровне, и второй этап, и когда из каждого района команды победителей приедут в Кызыл, и здесь будет проводиться вот этот конкурс. Для чего вообще конкурс проводится? Я не зря у вас спросила, когда вы только начали собираться, а знаете ли вы, слышали ли вы о такой работе, о таком издании, как антология Уренхай Тыва Дептер. Сейчас вас собралось больше, чем было в начале. Поднимите руки, кто слышал об этом до того, как сюда пришел. Так, не густо, но есть. Не густо, но есть. Так вот, задача, которую поставил перед собой культурный фонд имени Кужегета Сереевича Шойгу, а также наше отделение, Тувинское республиканское отделение Русского географического общества, в общем, заключается в том, чтобы как можно больше людей познакомились с материалами, с теми научными работами, которые собраны в антологии Уренхай Тыва Дептер. А я вам хочу сказать, что здесь собраны научные работы, которые описывают, в которых описано, которые рассказывают об истории, о географии и так далее периода 2000 лет до нашей эры, начиная с этого периода, это бронзовый век, да, и кончая серединой 20 века, то есть созданием Тувинской Народной Республики. Вот такой большой временной период. Более того, в первом томе этот там и географический фактор действует, это вся Центральная Азия, азиатский материк, Центральная Азия. Во втором томе это уже Саяно-Алтайский регион, о племенах Саяно-Алтайского региона. Третий, четвертый, пятый тома посвящены Уренхайскому краю. Именно в этот период, это острый политический период, был такой переломный период, да, очень много работ было именно по Уренхайскому вопросу, очень было много интереса, большой был интерес в развитии Юга Сибири. Шестой том, мы уже с вами сказали, это Тувинская Народная Республика, ну и седьмой том, это самый интересный том. Здесь представлены археологические памятники, артефакты, которые найдены на территории нашей республики и которые охватывают период, начиная от бронзы и кончая этнографической современностью, так можно сказать. Спасибо. Еще раз. Вопросы? Дорогие друзья, неужели вопросов нету? Почему решили брать тувинскую валюту? Почему перешли на общую? Можете ли вы предположить, почему перешли полностью на рубль и убрали тувинскую валюту? Конечно. Там... Тувинская валюта, она была в обращении тогда, когда существовало отдельное суверенное независимое государство. И когда Тува вошла в состав Советского Союза, а в Советском Союзе в состав Российской Федерации, естественно, и государственные атрибуты, символы, и денежные знаки, и почтовые знаки, они просто уже оказались не нужны, потому что стали использовать советскую символику. Так, пожалуйста.
Будет интересно, если вы будете представляться. Здравствуйте, я Некрас Константин, ученик 11 школы, и я бы хотел задать вопрос, почему многие исследователи ставят Туву как страну будущего. Вот именно вот это определение меня интересует, почему Туву назвали страной будущего. Очень интересные вопросы, когда мы работали над антологией, особенно вот когда непосредственно вот, так сказать, работали над трудами, касающимися именно Уренхайского края, Тувинской Народной Республики, действительно все авторы, они вот говорили, какое большое будущее ожидает вот Тувинскую республику. Обращали внимание на то, что Тува, вот основная часть Тувы, она окаймлена горами, да, вот. И здесь тоже, в общем-то, было некоторое видение того, что даже в этой замкнутой, на этой замкнутой территории развитие может идти совершенно по другим экономическим этапам, что ли, будем так говорить. Но самое главное, все ученые, особенно которые рассматривали развитие Тувы уже после вхождения в состав Советского Союза, отмечают огромный скачок в экономическом укладе народа, когда произошел скачок от феодального строя, да, на ну, в то время говорили, на более современный социалистический уровень, минуя, как они писали, капиталистический уровень. Да. Страна будущего, да, потому что у нас очень много полезных ископаемых. Об этом это было уже известно даже в период, когда был Уренхайский край. Сюда очень много приезжало экспедиций, как русских, времена царской России, так и из-за рубежа, англичане, немцы, там еще кто-то и так далее. И все они обращали внимание на те богатства, которые есть в нашей республике. Естественно, это давало им повод думать, что будущее у этого народа при определенных экономических условиях, политических условиях достаточно большое. Особенно вот те, садитесь, пожалуйста, не стойте, особенно те публицисты, которые, в общем-то, жили в Туве, знали Туву изнутри, были знакомы со многими тувинцами и уренхайцами. Вот эта когорта людей очень как бы с пиететом относилась к республике, и они сами мечтали о том, чтобы Тува должна развиться, и необходима небольшая помощь со стороны там, России. Артна Дарина, ученица школы номер 8. У меня такой вопрос. Почему флаг и герб Тувы так часто менялись? Несколько лет и новый, несколько лет и снова новый. Вопрос очень интересный. И именно это я вам задала, когда дала в качестве задания. Да, в качестве задания я вам дала. Вот посмотрите, пожалуйста, почему и как и так далее. Дело в том, что очень короткий период, да, сколько Тувинская Народная Республика существовала? Сколько лет? 23 года. Очень короткий период, и за этот короткий период Тува и тувинский народ сделали огромный скачок в своем развитии. Не просто вот в чисто экономическом, но и в сознании, да, начиная от того, что мы были ярыми приверженцами буддизма, шаманизма и так далее, и к концу уже перед вступлением в состав Советского Союза это было уже коммунистическое сознание, да, уже коммунистическое сознание, уже прошли 30-е, там 37-е и прочие годы, когда были репрессии против богатых, да, зажиточных аратов, репрессии против духовенства, против лам, да. Естественно, вот эти вот такие вот исторические переломы, они, в общем-то, отражались и на государственной символике. Так, пожалуйста, очень интересные вопросы, молодцы. Я очень рада, что вы интересуетесь. Так, пожалуйста, дорогие друзья, вместе с вами я познаю тоже очень многое. Когда вы задаете вопросы, мне это очень важно. Так, пожалуйста. Балдан Анча, 5-я гимназия. Вот я хоть и антологию не читал, но по вашим комментариям я понял, что томы заканчиваются на истории советской Тувы. А будет ли том о истории современной Тувы или о перспективах будущего Тувы? Спасибо. Очень хороший вопрос. Уже после того, как антология вышла, да, это вот первое издание в 2008 году, так, да, второе издание в 2014, уже после этого многие коллеги, мои ученые, стали говорить: Кара Казангаковна, надо бы продолжить.
И есть такое мнение, и это мнение, кстати, высказывали руководители фонда, культурного фонда имени Кужгета Сереевича Шойгу, о том, чтобы продолжить и следующую партию, возможно, в следующей серии тоже из 7 томов антологии тоже забрать, но там уже будет не хронологическое, да, потому что хронологию мы здесь соблюли, а будет тематическое издание. Ну, к примеру, первый том будет посвящен, например, сельскому хозяйству, развитию. Я условно говорю, да. Значит, геологии, географии республики. Вот. Потом культуры, да, образованию, ну и так далее. То есть вот тематические тома, в принципе, мы об этом говорим и, возможно, будем готовить соответствующий проект от имени Тувинского республиканского отделения Русского географического общества. Так, еще вопросы. Ну, пока вы думаете, я вам хочу, ребята, сказать, вот эта работа над антологией, она не закончилась только вот этими 7 томами, она еще имела продолжение. В частности, издан, правда, всего в 3 экземплярах, издан альбом, сборник исторических карт. Да, сборник исторических карт, всего в 3 экземплярах. Один экземпляр Сергей Кужгетович подарил Туве, и он находится в музее. Там собрано 60 карт. Всего собрано было более 100 карт, но вот для того, и не все сюда вошли, и даже в тот сборник по исторической картографии тоже не все карты вошли, но вошли самые интересные карты, на которых показано развитие, территориальное развитие, политическое развитие вот этой территории всей, плюс нашего Уренхайского края за очень длительный период, начиная от 1-го тысячелетия и кончая серединой 20 века. Поинтересуйтесь, там очень интересные карты. Почему они интересны? И здесь тоже есть карты. Почему? Потому что в них приводятся старые названия рек, озер, гор и так далее. Очень удивительные, интересные названия. Вот, кстати, город Кызыл. Первое название города Кызыла какое было? Белоцарск. Потом Красный, потом Кызыл, а промежутки между этим было еще Кызыл-Хото, о чем писал вот этот Отто Менкенхельфен. Вот. Вот эта вот гора, которую мы называем Виланы, она имела вот, историческое такое вот название, совсем другое, чем вот сейчас мы называем Виланы, ну и так далее. Вот есть озеро, мне очень понравилось название на одной из карт, вот, она была написана, то есть это иностранная карта на английском языке, и там было написано, ну, я прочитала, Антужархоль. Антужархоль. Так вот, это я сначала перевела так, что это озеро, на котором гибнет, вот как вы сказали, гибнет скот, да? А потом работала, и вдруг чик, у меня другая мысль, Антужархоль, там, где звери встречаются. То есть, видимо, в период вот засухи, например, да, или еще чего-то, там уже животным не до распри, и они вот пользуются водоемом и мирно существуют друг с другом. Вот, очень интересное название, и все это в исторических картах сохранилось. Так, ну, у кого-нибудь еще родился вопрос? Да, пожалуйста. Очень активный молодой человек, мне очень радостно. Получается, тувинский язык, он в своем, когда он был впервые создан на латынице, он использовал немецкий. А почему именно немецкий язык? Вы знаете, почему основа немецкой письменности была приведена? Это вот как раз ученый Ламма, Лафтанчемит, он, в общем-то, объяснял пространно вот этот свой выбор и говорил о том, что фонетика тувинского произношения очень хорошо ложится на фонетику вот немецкой якобы происхождения. Но не все как бы ему в этом поверили и, в общем-то, так сказать, вот от этого его предложения отказались. От его предложения отказались. Дело в том, что
Вы знаете, вот каждый язык, он действительно его можно выразить вот каким-то определенным графическим образом или еще как-то совсем по-другому. Вот, например, китайский, японский и так далее, там не графика, там совсем другая основа положена в, так сказать, написании слов, слогов и так далее. Образное где-то. Вот. И это, в принципе, все зависит от той исторической действительности, в которой проживал тот или иной этнос. Еще, дорогие друзья, давайте еще вспомним период тюркского каганата, когда Тува входила в состав тюркского каганата, особенно, так сказать, второго тюркского каганата, голубых тюрок. На территории Тувы, вы видели, очень много имеется каменных писанец. Да? Даже не писаницами называют там, где вообще что-то нарисовано, а именно каменные изваяния с надписями, да, с надписями тюркского периода, этого в период захоронения, например, да, и так далее. В то время, оказывается, действительно, грамотность населения была настолько высока, что каганы, вообще простые люди выбивали целые трактаты на камнях для того, чтобы передать какие-то исторические события, описать и передать потомкам. Вот. И вот этот период развития Тувы, который совпал именно вот, когда мы входили в состав тюркского каганата, это, я считаю, что это был период достаточно высокого расцвета культуры, экономики и вообще жизненного уровня на территории Уренхая, на территории среди племен, на территории Саяна-Алтая, будем так говорить. Каждая нация, каждый народ проживает, так сказать, вот как человек рождается, да, вот только родился, растет, взрослеет и дальше. И дальше уже взрослеет и уже становится такой, как я, да, если сравнить, и уже как бы на склон идет, да. Это теория этногенеза народов, она предполагает вот такой вот, да, рождение, упадок, это идет циклически. Карагыз Дагаковна, есть данные по численности населения? Здесь вы сказали, в 1933 году была перепись, да? И 80 с лишним тысяч населения. 82, да. Да. А в 24-м 111 плюс еще 7 тысяч, это тожденцы. Это в числе. В числе. Да. В том числе. Да, в том числе. Очень резкий скачок. Может быть, еще до этого перепись населения была? Нет, переписи до этого, естественно, не было. До этого считали как бы население по домам, дым, пюрелеге, вот, юрта. Вот сколько юрт, это все считалось только для того, чтобы брать. Это вот понятие, сколько человек, это очень условное. И даже перепись в 30-м году, вот эта перепись, которая была сделана Масловым, я думаю, она тоже не смогла сказать более точно, потому что до некоторых заимок далеких, скорее всего, не доехали. Вот. Но я вам скажу такую интересную вещь. 16 век. В 16 веке, это в одном из томов у нас есть такая работа, айратская песнь о Шолой-Баши. Так вот, в этой песне говорится, что в войне между айратами и джунгарами принимал участие уренхайский князь Саин Маджак. У него было 15 тысяч войска. И путем некоторых вот исчислений, умозаключений, в общем-то, я посчитала, что в середине 16 века значит, уренхайцев было примерно, ну, вот где-то около 200 тысяч. Начало 17 века, когда первые пришли на территорию Тувы, первые послы царского дома, да, первые послы пришли. И вот когда они проходили через Саяны к Алтынхану, Алтынхан кочевал тогда вот около озера Упсунур,
Вот. И князья, хакасские князья, которые их сопровождали, кыргызские князья, которые их сопровождали, они говорили, что подданных у алтынханов примерно 200 тысяч. И это тоже есть в нашей антологии. Вот это тоже есть. И вот это сакральное... А нас сейчас сколько, наше население в Туве, тувинского населения, сколько сейчас у нас? Вот где-то вот в 220, 230, вот в этом туда-сюда вот колеблемся, да. И вот эта сакральная цифра 200 тысяч, вот она мне не дает покоя. Более того, я думаю, что вот айкумена наша, вот именно вот природа наша, наверное, может как бы прокормить, продержать, защитить именно вот такое количество населения. Вот, ни больше, ни меньше. Ну, сейчас нас 330 со всеми, ну, вот это 2 человека на квадратный метр, это очень низкая плотность, но тем не менее для нас с вами это оказывается очень комфортно. И оказывается, так комфортно было, вот считайте, с середины 16 века. Так? Все, да, дорогие друзья? Огромное вам спасибо. Вот. А сейчас, дорогие друзья, вот у меня тут несколько есть... Вот те, кто задавал вопросы, активисты, пожалуйста, кто тут у меня выступал? Это календарь. Календарь. Молодой человек, будьте добры. Кто мне тут еще задавал вопросы? Да, давайте. Когда вы? О, молодца. Да. Так, еще кто? Так, кто отвечал на мои вопросы? Ну, поднимайтесь, не стесняйтесь, кто говорил? Да? Так. Ну, мне тоже неудобно-то выносить их обратно. Пашклар, давайте. Русское географическое общество. Вопрос на засыпку. Вот, кстати, кто ответит, сразу там. Да. Русское географическое общество. Кто сейчас является президентом Русского географического общества? Руку вперед. Опять вы, но у вас уже есть. Да? Так, еще какой вопрос мне задать там про Русское географическое общество? В каком году создано было Русское географическое общество? Так, правильно, смотрите на флаг. Быстро, так? Нет. Так, у кого зрение хорошее? Посмотрите, здесь написано, посмотри, на гербе, на флаге. 1845. Все, вот вам двоим и будет. Ну ладно, спасибо большое, дорогие друзья, я очень хочу с вами сфотографироваться. Давайте мы это сделаем вот на фоне флага. Каким образом мы встанем, не знаю. Да, давайте.